Рахмон встретился с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Казахстан и Узбекистан договорились с Таджикистаном о поставке воды в поливном сезоне. В Таджикистане прорабатывается вопрос открытия представительства МВД Российской Федерации. Ахмад Масуд побывал в России для переговоров с властями страны. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который приехал с рабочим визитом в Душанбе. По данным пресс-службы президента, стороны в рамках стратегического партнерства обсудили комплекс вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Особое внимание уделено сотрудничеству Таджикистана и России по линии специальных служб, говорится в сообщении. Была подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия в совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков и оружия, киберпреступность и другие угрозы национальной безопасности. Говорили Рахмон и Нарышкин о дальнейшей координации действий против существующих угроз, связанных в том числе с тенденциями распространения идеологии религиозного радикализма. В центре их внимания также была афганская проблематика, а другие актуальные международные и региональные вопросы, сообщает пресс-служба. Казахстан договорился с Таджикистаном о пропуске объема воды через водохранилище Барки-Тоджик, сброшенного с Токтагула. Об этом передает МИА Казинформ со ссылкой на министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серикали Брикешева. Речь идет о пропуске Таджикистана в поливном сезоне водных ресурсов, получаемых Казахстаном на коммерческой основе за счет доли Кыргызстана в трансграничной реке Сырдарья. Также согласованы условия сработки водохранилища Барки-Тоджик. Данные условия закреплены в городе Душанбе трехсторонним протоколом между Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстан, уточнили Серикали Брикешев. В сообщении не уточняется, что предложили эти страны взамен представляемых водных ресурсов за счет лимита Таджикистана. Летом этого года сообщалось, что Казахстан и Узбекистан согласовывают с Таджикистаном режим работы водохранилища Барки-Тоджик в пик поливного сезона, чтобы обеспечить водой фермеров из Кызылординской и Туркестанских областей. В последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах Казахстана. Открытие представительства паспортно-визовой службы МВД Российской Федерации в Таджикистане поможет гражданам оформить на территории республики документы для работы в большинстве регионов России. Об этом в интервью ТАСС сказал посол России в Таджикистане Семен Григорьев. Представительство миграционного центра открылось по линии правительства Москвы и покрывает одну большую московскую агломерацию. В большинстве других субъектов Российской Федерации аналогичные функции выполняет паспортно-визовый сервис МВД России. Сейчас идет разговор о том, чтобы сюда пришла и эта служба. Таким образом, эти две структуры смогут охватывать почти всю территорию России, сказал он. Григорьев подчеркнул, что задача подобных структур – это максимально расширить круг услуг, которые будут предоставлять на территории Таджикистана тем, кто желает найти работу в Российской Федерации. Это позволит им сэкономить время и деньги, пояснил дипломат. 19 октября Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана и ФГУ «Паспортно-визовый сервис МВД России» подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому в Душанбе должно открыться представительство российского ведомства для работы с трудовыми мигрантами. Телевидение ОМУ со ссылкой на источники из окружения лидера Национального фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда сообщает, что в прошлый вторник он отправился в Россию для переговоров с властями этой страны. Других новостей по этому поводу нигде в других СМИ, в том числе и в российских, не публиковалось. По данным своих источников, ОМУ пишет, что за последние несколько месяцев Таджикистан посетили дипломаты ряда стран региона и других государств, которые встречались в Душанбе с Ахмадом Масудом и обсуждали с ним ситуацию в Афганистане. В репортаже говорится, что Ахмад Масуд сейчас живет в Таджикистане, однако власти Душанбе никогда не отрицают и не подтверждают информацию о нахождении лидера фронта национального сопротивления Афганистана на своей территории.
Как сообщает ОМУ, специальный посланник Катара по афганскому регулированию Мутлак ибн Маджид аль-Кахтани до настоящего времени уже дважды посещал Таджикистан. Источники телеканала также сообщили о переговорах Ахмада Масуда с представителями Индии и Ирана, состоявшимися в Таджикистане. При этом источники говорят о том, что во время этих встреч речь шла о проведении региональных дебатов и переговоров по созданию нового правительства в Афганистане.